حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة فاكورة غدوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракату. Ответ на выпад в адрес Совета тайпо-уйгурского народа, членов вновь созданного так называемого Совета народного. Должны заявить, что лидер вновь созданного общественного движения Идрис Абадиев только в декабре 2018 года вступил в ряды Совета тайпо-уйгурского народа. И уже 22 января 2019 года, сразу же после выборов председателя Совета тайпо-уйгурского народа, в которых Идрис принимал участие в качестве кандидата, он сделал заявление о своем выходе из рядов Совета тайпо. Как он заявил коллективу движения в связи с его несогласием со стратегией и тактикой, а также регламентом работы Совета тайпо. Он в прошлом был противником нашего союза с муфтиятом. Он сейчас не приемлет рабочие отношения с Конгрессом ингушского народа. Он им не доверяет. Это его мнение. И мы его мнение уважаем. Многие могут не доверять, но подавляющее большинство Совета тайпо другого мнения. Необходимо отметить, что он был единственным, кто сделал заявление о своем выходе из Совета тайпо на последнем заседании 22 января 2019 года. Заявление Идриса о выходе из движения должно было решиться на сегодняшнем заседании. Остальные 5 лиц, присоединившихся к Народному совету, соответственно покинувших Совет тайпо, заявление о выходе не делали. Только один накануне сообщил, что его отзывает тайп. Повторяем, что из 14 учредителей нового движения только 6 являются членами Совета тайпо-уйгурского народа. Идрис Абадиев, вступая в ряды Совета тайпо-уйгурского народа, прекрасно знал, в какую организацию он вступает и кто руководит этой организацией. Должны признаться, что Идрис Абадиев оказал немалые услуги движению во время его становления, постоянно заявлял последние годы о необходимости передачи полномочий Мехкела Совету тайпо истинному представителю народа. Что и было сделано с членами Мехкел в позапрошлом году. Для сведения граждан республики разъясняем, что того Мехкела давно уже не существует. Он распущен единогласным решением его участников. Нынешний Мехкел – это новая организация, созданная Мусой Албагачиевым и Сараждином Султыговым. После распуска настоящего Мехкела, большинство членов которого вошли в состав Совета тайпо, и Совет тайпо является его правопреемником. Вступать в ряды Совета тайпо и выходить из рядов Совета тайпо – это неотъемлемое право всех его участников. Те, кто сейчас покинул Совет тайпо, не первые, до них тоже уходили и бывало исключали. Вопрос не в том. Вопрос в том, кто уходит, как уходят. Можно уйти красиво и благородно, можно со скандалом и упреками, кому как нравится, кому как позволяет его совесть. Если наше движение работало неэффективно, без внятной программы, как они утверждают, то это в том числе и их вина. Вина лиц, которые являлись полномочными членами Совета тайпо-уйгурского народа все эти годы. А сегодня заявляют о его неэффективности. Если Совет тайпо превратился в обыкновенный дискуссионный клуб, как они утверждают, в том также части их вины. А что они конкретно сделали, чтобы поправить ситуацию? И вообще непростительно, когда наши товарищи, они и сегодня не перестают ими быть, заявляют, что Совет тайпо-уйгурского народа стал даже хуже Совета тайпо при главе республики. Думают ли, говоря такое, как должны воспринимать эти слова вчерашние соратники? Люди, которых при всем желании, даже у них
не повернется язык назвать их предателями своего народа. Пусть будет дискуссионный клуб, но этот дискуссионный клуб сделал очень многое для того, чтобы вывести свой народ из состояния летаргического сна. Этот клуб защищал и защищает экономические, социальные, политические и культурные интересы простых граждан республики. Этот клуб не раз совместно с другими общественными организациями выводил на улицу свой народ. Не стоило вам так безапелляционно и беспардонно высказываться в адрес Совета Тайпо-Ингушского народа, на радость разным проходимцам из власти и хулделам из народа. Придет время, и вам будет за это стыдно. Мы не будем отвечать на ваши нападки и безликие, ничтожные статейки ваших подручных. Мы не можем себе это позволить, не то воспитание. Мы, Совет Тайпо-Ингушского народа, ничего не имеем против создания нового общественного движения. Работайте, братья. Мы сторонники мудрой мысли, высказанной в свое время лидером китайской революции Мао Цзэдуном. Пусть расцветает 100 цветов, пусть соперничает 100 школ. Никакого вреда нашему народу от того, что появилось новое движение, не будет. Вы сторонники более радикальных и скорых действий, в отличие от подавляющего большинства членов Совета Тайпо, которые являются сторонниками взвешенной и трезвой политики, исходя из сегодняшних реалий, исходя из сегодняшних, а не воображаемых возможностей. Может быть, мы и не правы. Будем только рады, если ваше движение своими реальными шагами докажет правоту вашего мировоззрения и мироощущения. Мы пойдем своим путем, нам не нужны потрясения. Мы сторонники эволюционного, нудного, но последовательного и настойчивого продвижения вперед по пути защиты интересов нашего народа. Шаг за шагом отвоевывая узурпированные у нашего народа права и свободы, гарантированные нам Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Ингушетии, коррумпированной и прогнившей насквозь местной властью. Без шараханий, твердо и неуклонно, не меняя свои взгляды угоду сиюминутным интересам. Народ сам решит, кого ему необходимо на данном этапе времени поддержать. История оценит, кто из нас был прав. Сегодня же мы заявляем, что мы не считаем вас своими противниками, несмотря на все нелестные оценки, которые вы дали нашему движению и, по сути дела, самим себе. Мы желаем вам плодотворной и успешной работы на благо нашего многострадального народа. Хочется верить, что вы создали новое объединение, движимое добрыми, искренними намерениями принести благо нашему народу, нашему Отечеству, а не личным популистским устремлениям. Мы же в плотном взаимодействии с Муфтиятом и Конгрессом ингушского народа продолжим свой путь по пробуждению и укреплению гражданского общества Ингушетии. Алимы, старейшины и молодежь Ингушетии обязаны идти вместе в деле защиты интересов народа от алчных чиновников и продажных приспособленцев. Мы с этого пути не свернем. Да поможет нам Аллах. Совет Тайпо-Ингушского народа. Баркулша.